125 тонн. Именно столько Коми уже отправила в Донецкую и Луганскую народные республики в качестве гуманитарной помощи. Сегодня из столицы региона уехал очередной большегруз. В нем в основном стройматериалы для ремонта социально важных объектов и подготовки к отопительному сезону. Ксения Лосева продолжит. Миссия особой важности. Так называют власти сегодняшнюю отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса. Ранее глава Коми и депутаты регионального госсовета побывали в Луганской народной республике, в том числе в городе Ровеньке. И хотя в нем нет больших разрушений, как любой населенный пункт, находящийся в зоне боевых действий, он нуждается в строительных материалах. Как раз идет подготовка к зимнему отопительному сезону. Мы встречались с большим очень количеством, и я, и мои коллеги-депутаты, и коллеги по правительству, встречались там с большим количеством людей. Вот я хочу сказать, общий посыл у жителей Луганской Народной Республики, повторяю, общий. Только нас не бросайте, только нас не оставляйте, ждем Россию, потому что только с Россией видим свое будущее. В этой фуре предметы первой необходимости, но львиную долю занимают строительные материалы. Промтехинвест и Книжпогостский завод ДВП загрузили машину своей продукции. Если мы раньше начинали с товаров повседневного спроса, то сегодня это стройматериалы. Завтра мы не исключаем, что будут, наверное, проекты такого гуманитарного, просветительского, образовательного толка, может быть, обмена такими технологиями, подходами, в том числе госуправления, наверное, в интеграционных общих процессах. Поэтому мы ширим и укрепляем, наверное, наши общие связи, находя друзей. Донбасс – это Россия. В руках депутата Государственного совета Руслана Магомедова коробка с письмами в поддержку бойцов российской армии от школьников Воркуты. Каждое сообщение дойдет до своего героя. Военные, как и мирные жители, должны знать, их поддерживают даже за тысячи километров. Наших, к слову, там тоже встретили радушно. Представляете, когда мы идем в магазин или куда-то идем, и кто сопровождает, говорит, россияне приехали. Это прямо настолько они уважают, любят Россию, ждут, когда Россия наконец их соберет в свое крыло. Как мать в восторге от тех детей, с которыми мы встречались в Луганской Народной Республике. И то, что интеграция будет, уже никто не сомневается. Это взаимное желание. Мне кажется, этот симбиоз будет просто уникальный. Мы будем дополнять друг друга. Люди 8 лет боролись только лишь за то, чтобы говорить на родном языке, чтобы можно было читать произведения, литературу на родном языке. Поэтому они, конечно, достойны уважения и достойны помощи. Больше 125 тонн гуманитарного груза Коми уже отправила в Донецкую и Луганскую народные республики. Регион помогает с первого дня. Помимо фуры со стройматериалами отправлен и железнодорожный вагон. А внутри офиса «Единой России» уже новые коробки ждут следующую машину. Этот груз собирался всем миром. Поэтому искренняя благодарность и тем предприятиям, кто сегодня помог загрузить эту фуру стройматериалами, и всех людей, которые откликаются и делятся последним. В этом, я думаю, такая духовность, душевность и благородство русского народа. Город Ровеньки, что под Луганском ждут изменения к лучшему. Ремонт школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения. Как заверяют власти, будет сделано все возможное, чтобы люди почувствовали перемены. Ксения Лосева, Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.